Доброе утро, дорогая республика! Это «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24» и НВК «Саха». Сегодня у нас необычный эфир, ведь сегодня великая дата в истории нашей республики. Сегодня мы отмечаем день нашей образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики. И в этом году также у нас еще одна памятная дата. Это 390-летие города Якутска и вхождение Якутии в состав России. Сегодня интересен будет наш эфир тем, что мы решили совершить небольшую прогулку по улицам нашей столицы. Мои коллеги Полина Долинская, Руслан Ачиров, Катерина Винокурова и Павел Танин со съемочной группой уже в пути. Совсем скоро мы свяжемся с ними. Работаем мы в прямом эфире, дорогие телезрители, и предлагаем вам также окунуться в этот праздничный эфир. Для вас сегодня будут объявлены небольшие конкурсы. Подарки у нас сегодня, посмотрите, какие прекрасные. Здесь рядышком со мной, да. Кто-то из вас получит этот памятный презент. Для этого нужно будет лишь остаться с нами в течение эфира и дождаться конкурсов. А конкурсы будут на исторические даты, исторические моменты. Вы сейчас видите наш WhatsApp номер, ну а также присоединяемся к нашему телеграм-каналу. И, внимание, правильные ответы на наши конкурсы нужно будет отправлять на телеграм-канал. Поэтому будьте внимательнее, и действительно сегодня мы постараемся сделать этот день праздничным, и это утро будет уникальным. Обратите внимание, телеграм-канал сейчас находится вот на вашем экране. Все очень просто, нужно лишь забить это в поисковик, и вы станете участником нашего эфира. Ну а мы движемся далее, и прямо сейчас хотим уже, так сказать, перекинуться на одну из старейших улиц нашего города, и там уже ждут нас мои коллеги. Павел, Таня, доброе утро! Доброе праздничное утро, республика, с праздником! Да, ну, республика, якутяне и земляки, не побоюсь этого слова. Наш сегодня общий праздник с вами. Это, ну, не просто День республики, это вековой юбилей государственности нашего региона. Значимое событие произошло 100 лет назад. Событие, которое, ну, фактически определило дальнейшую судьбу, дальнейший вектор развития нашей республики. Ну и сегодня, как уже сказала Дарья, мы предлагаем вам совершить небольшую, весьма интересную, историческую по своему роду прогулку по старому городу, в одном из самых таких мест, да, которое сохранило сегодня это традиции, такой больше туристический центр это сегодня, но действительно нужно отдать должное. Все-таки авторы этого проекта, которому уже много-много лет, попытались воссоздать вот эту атмосферу, аутентичность тех времен. Понятно, что, ну, как вы сказали, эксперты, знающие люди, это все уже новодел, но тем не менее, да, он передает эту атмосферу, вот эта деревянная брусчатка, которая была, да, в те времена. Чурки, да. Дорога из чурок, все действительно как было когда-то тогда. Да, ну, для нас, жителей, это в первую очередь, да, такой большой праздник, такое большое событие. Паш, вот для тебя что значит город Якутск? Ну, город Якутск в первую очередь, конечно, для меня родина. Он всегда ею останется, потому что я здесь родился, я здесь вырос, я здесь продолжаю жить и вроде как даже никуда и не собираюсь, потому что, ну, это настолько родное место, что другого такого, какое бы оно там ни было, другого такого не будет точно. Да, аналогично. А вот как ты думаешь, что здесь происходило 100 лет назад буквально? Вот по поводу столетия назад, конечно, мы можем только представлять в плане зданий, людей, кто как одевался и тому подобное. Возможно, когда-нибудь наука шагнет настолько далеко вперед, что у нас появится машина времени, мы сможем вернуться в те года и посмотреть все лично. Поэтому в плане именно атмосферы мы по большей части можем только предполагать. А другое дело, мы можем говорить о событиях столетней давности, благо есть много научных трудов, много экспертов, историков, да, краеведов, которые могут рассказать о значимости событий столетней давности. Да, ну и как принято в этот день возлагать, да, цветы к памятнику, я думаю, что мы с тобой пройдем вместе с нашей гостьей, да, Натальей Радченко, да, которая уже здесь. Наталья, здравствуйте, присоединяйтесь к нашей прогулке.
доцент исторического факультета Северо-Восточного федерального университета. Я вот так-то перейду, буду с этой стороны с вами. Вот. Ну вот поговорили мы уже с Катей, да, вы слышали про события столетней давности. Давайте чуть подробнее, наверное. Какие были все-таки предпосылки того, какие события толкали на то, чтобы появилась автономия, чтобы Якутия получила свою, так сказать, автономию, государственность? Ну, конечно, главной предпосылкой к образованию Якутской ССР стала революция 1917 года и те революционные изменения, которые происходили в результате революции. В октябре 1917 года большевики пришли к власти и стали создавать уже на территории Советской России автономные республики. Когда советская власть была установлена у нас в Якутии, назрел вопрос, конечно, и о создании автономной республики в нашем крае. И благодаря таким людям, как Максим Кирович Амосов, Платон Алексеевич Аюнский, 27 апреля 1922 года была провозглашена Якутская АССР. И мы как раз подошли к памятнику Максима Амосова, да? Давайте сделаем. Отдадим дань уважения, что называется, возложим цветы. Ну вот, возвращаясь опять же к тем событиям, Платон Аюнский, Максим Кирович Амосов, на момент становления автономии нашей республики, они, в принципе, были достаточно молодыми людьми. Вот если взять по меркам сегодняшних дней, то есть там им 30 еще не было, они сделали действительно такое историческое великое дело. Как им удалось в достаточно непростые времена убедить там оппонентов, сплотить и добиться своих целей? Я тоже всегда удивляюсь и восхищаюсь этим фактом, что действительно нашу республику образовали совершенно молодые люди. Максим Кирович Амосов родился в декабре 1897 года, то есть, когда произошла революция, ему не было 20, а когда он начал свою борьбу за образование республики, ему было 22-23 года, да. И действительно, благодаря стараниям Максима Кировича Амосова и его соратников была образована Якутская ССР. Мне кажется, что это связано с особенностями характера Максима Кировича Амосова. Как мы знаем, происходил он из достаточно бедной семьи, и буквально чудом ему удалось поступить в Намское училище, получить образование. Он всегда старался очень хорошо учиться. Ему удалось с большими трудностями, конечно, поступить в Якутское училище, потом в Якутскую учительскую семинарию. И вот те работы, которые нам известны, даже его школьные сочинения, они удивительные, да, они поражают. Он там в возрасте 14-15 лет писал о том, что прежде всего нужно трудиться. Труд – это то, что поможет человеку добиться успеха и принести пользу своему народу. И вот я думаю, что эти идеи, эти мысли, которые в нем присутствовали уже с юных лет и помогли ему в своей борьбе. Кроме того, наверное, свою роль сыграло и то, что Максим Кирович Амосов, приехав в Якутск, начав учебу здесь, он познакомился с большевиками, которые отбывали ссылку в Якутии, с такими, как Емельян Ярославский, вошел в состав марксистского кружка. И именно молодые люди Якутии, вот эти молодые учащиеся, они оказались очарованы идеями коммунистическими, большевистскими идеями. И так случилось, что именно вот эти молодые люди, которые прониклись большевистскими идеями, идеями справедливости, идеями построения такого светлого будущего, и стали теми молодыми большевиками Якутии, которые и повели борьбу за образование Якутской АССР. И это действительно очень молодые люди. Фактически, я думаю, еще свою сыграла, говоря в разрезе молодости, что молодые люди, они, как правило, у них очень много энтузиазма, это тоже свою роль сыграло. Но сегодня мы сейчас стоим рядом с домом-музеем Максима Кировича Амосова. Можете рассказать вообще, что раньше в этом доме было и как давно, как получилось, что теперь это дом-музей? Мне кажется очень правильным начать сегодняшний праздничный день именно здесь, у дома-музея Максима Кировича Амосова, начать этот день с того, чтобы отдать дань памяти тем людям, которые стояли у истоков республики. Прежде всего, это Максим Кирович Амосов. А что касается этого дома, то этот дом-музей Максима Кировича Амосова, в этом доме жила семья Максима Кировича Амосова в 20-е годы.
И этот дом еще очень тесно связан с историей академических экспедиций. Мы знаем, что по инициативе как раз Максима Кировича Амосова в 20-е годы начинается изучение, научное изучение края. В 25-30 в Якутии работали академические экспедиции. И многие члены академических экспедиций, они тоже жили в этом доме. Поэтому он очень тесно связан с историей. И в 1987 году в этом здании был открыт дом-музей Максима Кировича Амосова. И все горожане сегодня могут посетить этот дом-музей. Наталья, и последний вопрос, завершая нашу праздничную беседу сегодня. Мы вот поговорили уже с Катериной о городе в принципе, что для нас город. Можете сказать ваши любимые места в столице Якутии, в городе Якутске? Ну, поскольку город Якутск мой город родной, и детство свое я провела в доме неподалеку от Национальной библиотеки, но тогда Пушкинка называли, да, поэтому вот мои родные места, это, конечно, вот проспект Ленина, улица Орджоникидзе, проспект Ленина, где находится, ну, старое здание моей любимой 8-й школы, поэтому вот центр города, это, наверное, самая моя любимая часть нашего любимого города. Наталья, ну, поздравляю вас с праздником и от нашего телеканала за вот участие в нашем праздничном эфире. Примите вот такую открыточку, посвященную столетию Якутской ССР. Ну и у вас есть буквально в 2 словах возможность поздравить наших жителей. Буквально пару слов. Спасибо большое. Я бы хотела сегодня поздравить всех жителей нашей республики с этим замечательным праздником, с этим замечательным днем, днем столетия со дня образования Якутской ССР. Очень долго мы ждали этого дня, и вот он наконец-то наступил. Всех поздравляю с этим днем и надеюсь, что следующее столетие истории нашей республики будет связано с дальнейшим динамичным развитием нашего края, нашей родной республики. Очень хорошие слова, Наталья, еще раз спасибо. Ну а мы возвращаемся в колею, скажем так, нашего общего эфира. И продолжаем, да, нашу прогулку по старому городу. Сейчас мы направимся к гостинице Тыгын-Дархан. А что там будет, вы узнаете позже. Да, Дарья, тебе слово. Спасибо, Катерина, спасибо, Павел. Мы не прощаемся, мы обязательно вернемся на связь. Ну а мы, как и обещали, объявляем наш конкурс на знатока истории Якутии. И первый вопрос звучит так. Где находится самая северная точка Якутии? Внимание, еще раз. Где находится самая северная точка Якутии? Свой правильный ответ отправляйте на наш телеграм-канал. Первому, кто ответит правильно, достанется вот такой замечательный приз. Это чайная пара, обратите внимание, предоставленная Конгресс-центром Якутии. Обязательно посмотрите, символика, да, юбилейного года. Я думаю, это очень памятный такой подарок, который можно передавать из поколения в поколение. Мы ждем ваши ответы. Мы стартанули с улицы Старого города. Всегда интересно увидеть, каким был город в старину. Не только 100-200 лет назад, но хотя бы 40 лет назад, когда наши родители были еще молоды. И у телевидения есть такая удивительная возможность вернуться в прошлое и остановить время. Давайте сделаем это прямо сейчас. Теперь Якутск – один из крупнейших северных городов. Его строительство связано со множеством проблем. Мы находимся в проектной мастерской Института Якут-Граждан-Проект. От специалистов института, которыми руководит главный архитектор Николай Иннокентьевич Белолюбский, зависит, будет ли современный Якутск красивым и удобным. Задача не из легких. Ведь темпы строительства города очень высоки, особенно в последние годы. За 11-ю пятилетку строителями уже освоено около 200 миллионов рублей. Строить на этой холодной земле непросто. Прежде надо точно определить место для свай, сделать их прочными и надежными, перехитрить коварную вечную мерзлоту. Еще одна проблема – качество строительства. В этих домах людям должно быть тепло и в 50-градусный мороз. В Якутске знают, если строительство ведет бригада Станислава Петровича Лукашевича, значит все будет в порядке. Эта бригада первой в объединении глав Якутстрой перешла на коллективный подряд и возглавила соревнования среди строителей города. Таким был наш город 40 лет назад.
Но в любые времена людям хотелось и мечталось, чтобы их родной город, их родной край был самым красивым, благоустроенным. И сегодня Якутск действительно не узнать. Десятки новых домов, школ, больниц, домов культуры появились за это время. И это благодаря труду и упорству многих-многих якутян, для которых республика – это родной край, милый дом. И сейчас давайте увидим примерно те же места, которые мы увидели в архивных кадрах. Полина и Руслан, доброе утро! Доброе утро. Доброе утро, дорогие телезрители! С вами Руслан Ачиров, Полина Долинская, и мы начинаем свой эфир с одной из главных площадей нашего города. Это площадь Орджоникидзе. Уникально, что именно площади для каждого человека, они имеют какую-то свою индивидуальность и связаны с теплыми воспоминаниями. Например, на этой площади любят собираться молодожены, также выпускники после последнего звонка. Ну а также молодые родители гуляют со своими детками. И просто горожане после трудового дня любят посидеть в тени нашей площади. Ну а также эта площадь Орджоникидзе, знаменательна тем, что здесь находится памятник Платону Аюнскому. И сейчас мы бы хотели, во-первых, поздравить всех наших жителей республики с этим знаменательным событием и возложить цветы в дань уважения отцам-основателям государственности республики. Кстати, что примечательно, раньше на этой улице располагалась улица Монастырская. После ее переименовали в Мархинскую. Еще в 1924 году большевики называли площадь именем Владимира Ильича Ленина. Ну а в 1957 ей присвоили звание площади Орджоникидзе в честь наркома тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе. Эта площадь неоднократно меняла свою форму, и благодаря строительству Саха-театра всем известная Оржанка приняла уже всем привычные очертания. Но и, конечно, в это праздничное утро хотелось бы, чтобы поприветствовали мы нашего замечательного гостя. Это очень интересный человек Васильев Руслан Васильевич, председатель Совета Якутского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Доброе утро. Доброе утро и всех с праздником. Ну, мы предлагаем сейчас пройтись вместе с нами по нашей площади Орджоникидзе и, конечно же, окунуться немного в историю с помощью Руслана Васильевича. Руслан Васильевич, вообще можете рассказать про историю этой площади? Ну, вообще, вот эта площадь, она сохранилась со старых времен. Это было как бы такое, если сегодня сказать, общественное пространство. Это находилось на стыке нескольких улиц. Да, вот это улица Полевая, Большая улица, дорога на Марху, которая переходила в Монастырскую улицу. К сожалению, там уже ее нету продолжения, да, она доходила до монастыря. Насколько мне известно, кстати, здесь, на площади Орджоникидзе, у нас располагается тот самый наш пуп Земли, или по-другому нулевой меридиан. Да, совершенно правильно. Вот буквально, ну, всегда у нас нулевые километражи связаны с почтами, да, с отделениями связи. И вот как раз площадь Ленина, вернее, дом связи, и, конечно же, тут нулевой километр. Буквально через улицу там находится нулевой километр. С него можно считать начало отсчета города Якутска. И во всей километровые отсчеты, да, километровые. Но вообще-то площадь интересна тем, что здесь сохранился еще сталинский ампир. Да, вот посмотрите, все дома, которые здесь есть, вот смотри, особенно 4-й магазин, да, вот сохранились еще пилястры, все там это проектировалось еще во времена Сталина. Но когда пришел период Хрущева, да, вышло постановление, где были запрещены такие излишества. И поэтому мы видим, как бы архитектуру сохранились, но многие, скажем, лепнины и прочее, это уже нету. В этом и интересно. Эта архитектура, которая стояла на стыке двух времен, двух эпох таких, да, вот поэтому очень интересно. Кстати, что касается 4-го магазина, я думаю, он каждому, не только жителю города Якутска, но еще и всем, кто приезжает, он известен. Вот в чем его популярность? Ну, во-первых, это была известная торговая точка, да? Магазин был 4-й. Ну и самое это главное, вот я еще раз повторяю, это архитектурно очень интересный такой, интересное строение. И, к сожалению, буквально вот на наших глазах были вот в 69-м году он обрушался, да, одно время, затем восстановился. Ну и потом были проекты, когда полностью снести это здание и построить новый такой шикарный большой объект высокоэтажный. Но я рад, что мы все-таки сохранили эту нашу историю, архитектурную историю. И самое главное, все-таки, развивая город Якутск, мы должны очень бережно относиться к нашей истории, к нашей старине, да, сохраняя
вот, исторический облик нашего города Якутска. Действительно, ну вот мы сейчас проходим по той части, где я вот еще в детстве помню, вот была площадь Орджоникидзе круговая, и вот здесь, допустим, стояли, вот я помню, такси, желтые «Волги». Совершенно верно. Ну, я вот свою молодость постоянно, все по наши парады, первомайские, 7 ноября, собирались именно начинать отсюда. Это самое было такое интересное время. Главное событие происходило на самом деле здесь. Вот Это была центральная, да, площадь? Да, все коллективы собирались здесь и ждали парада. И вот мы здесь тусовались, встречались с друзьями, да, тут обязательно были с гармошками люди, ну такое было веселье, народное гуляние было, на самом деле происходило здесь. И я встречал многих своих друзей, которых целый год не видел. И вот здесь мы встречались, знаешь, дружно пели песни, конечно, и выпивали немножко, не без этого, да. Чай горячий, потому что прохладно с термосами было в все мае, были, да. да, с термосами, выпивали чай. У всех какие-то булочки приносили, пирожочки приносили. И потом ждали своей очереди и дружными колоннами шли до площади Дружбы. Вот как, скажем, сейчас на площади Ленина вот не было митингов, ничего там, да, вот просто проходили. И дальше уже расходились по домам. Поэтому вот на этой площади вот было самый пик настроение, поднятие настроения именно этого парада, торжества. Действительно этого. центр, да, отсюда начинался город Якутск. Но мы постепенно подходим к еще одной достопримечательности центральных улиц. Во-первых, это перекресток с площади Орджоникидзе и улицы Большой. А здесь стоит гостиница «Лена». Я думаю, многим она известна. Кстати, строить ее начали еще в 50-е годы. Местами где-то даже сохранился вот былой вот этот вот советский шик. А снаружи именно как раз уже какая-то лепнина. И раньше, насколько мне известно, только здесь знаменитости, какие-то именитые люди оставались. То есть, конечно, как бы не было ни Тагиндархан, да. ни Азимута, да? Нет, конечно, это была самая такая центральная гостиница. И даже вот я еще говорю, вот именно здесь, этой площади, сохранился стиль вот тот, да? Сталинский ампир. И вот даже вот еще, видите, вот лепнина здесь сохранилась, да, вот еще. Да, очень уже красивая. Приходит какой-то национальный колорит, начинает, да, вот здесь играть. И вот самое это интересное все-таки вот имитация, смотрите, вот колонн, да, вот пилястры такие, да, имитируют колонны, там все это дело, вот оно еще живет и есть. И вот я бы хотел сказать, да, вот буквально, вот здесь арка, где находится, вот посмотрите, арка. Да. Вот обратите внимание, да, здесь буквально до последнего стоял дом последнего дореволюционной головы города Якутска Павла Ишманова. Вот Да здесь он что? деревянный дом стоял, да. И потом этот дом перенесли на территорию областной больницы, он сейчас стоит там, и мы планируем все-таки сохранить его и перенести в заложенную часть нашего города Якутска, как историю, историческую часть. Как многие могут видеть, сейчас у нас идет большая реконструкция бывшей Большой улицы. Ныне это площадь, улица, проспект Ленина, да. Я думаю, каждый, наверное, назовет ее как одну из центральных в городе. И даже говорят, что строители, когда поднимали ее, то там поднимают чурки, которые в дореволюционное время еще были установлены. Ну, это я так? бы хотел уточниться, да, конечно, это уже не дореволюционное время, а это уже После? 30-е годы да, прошлого века. Это как раз Якутия и республика стала наша подниматься, да, вот стало какое-то, вышли, первые пятилетки стали, да, возникать у нас, да, и как вот бурное строительство началось здесь в городе Якутске, стали лесосплавильный завод поставили, да, вот уже лес появился, стали деревянные дома строить очень активно. И много людей стало как бы приезжать сюда, да, стала техника завозиться. И, конечно же, нужны были хорошие улицы. Да, и благодаря вот этому, да, вот тому, что началась такая индустриализация, и вот принято решение улицы как бы сделать чурочными. Потому что другого материала просто-напросто не было у нас. Ну, Руслан Васильевич, вам большое огромное спасибо за столь интересный разговор про историю. Мы только затронули площадь Орджоникидзе, да, начало вот улицы проспекта Ленина, да. И хотелось бы вам в честь сегодняшнего знаменательного праздника вручить небольшую открытку и поблагодарить еще раз за участие в нашем эфире. Поздравляем вас еще раз с праздником. Ну и всех горожан, и всех жителей нашей республики с этим замечательным столетием нашей республики. Ну, а мы двигаемся далее и на следующей локации встретимся. Сейчас, Даша, мы передаем тебе слово.
Спасибо большое, дорогие мои коллеги, за то, что вот окунаете нас в мир истории. Отдельное спасибо всем тем, кто сегодня присоединяется к нашему прямому эфиру. Напоминаем вам о том, что сегодня у нас действуют такие конкурсы, да, и мы призываем всех телезрителей присоединиться к нашему телеграм-каналу и туда отправлять свои правильные ответы. И у нас есть счастливый победитель. Это Сарглана Едреева. Сарглана Едреева ответила на следующий вопрос. Где находится самая северная точка Якутии? И правильный ответ у нас был очень простой. Остров Генриетты. И мы поздравляем вас. Вот этот замечательный подарок, такая чайная пара, красивейшая, она достается вам. Мы вас от души поздравляем. Ну, я думаю, не будем томить наших телезрителей и зададим следующий вопрос. Вопрос звучит так. А где находится самая глубокая вечная мерзлота на Земле? Еще раз. Где находится самая глубокая вечная мерзлота на Земле? Напоминаю, что ответы отправляем на телеграм-канал, и вы получите, возможно, если ответите первым, вот такой памятный подарок. Это календарь, который нам предоставили любезно Конгресс-центр Якутии. Поэтому поторопитесь, и, возможно, вы станете счастливым обладателем уникального подарка. Со временем эта вещь, может быть, к 200-летию станет, знаете, такой раритетной. И, как я уже говорила, возможно, будет передаваться из поколения в поколение. Так, например, такие вещи хранятся у народной артистки республики Зои Багнановой. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро всем. Мы наслышаны о ваших раритетных, таких старинных вещах, которые вот чудом, да, каким-то сохранились. Ну да. Да, можете рассказать о них? Вот эта вещь свидетели моего детства. Я как только вот начал ходить, начал что-то познавать после рождения, они были с нами. Господи, как они сохранились. Вот этот, мы на нем, чего только она была, у нас и корова, и лошади, всем только. Да. А потом и стулом была, когда вот стульев не хватало, и вот сохранилась таки, да. А машина тоже очень хорошо шьет. Мама была хорошая швея, на нем шила все платья, пальто, все, даже вплоть до обуви. Кожаные тормоза тоже на нем шила. В 1946 году родился мой брат. И мы с моим старшим братом, который меня старше 3 года, тихонько сидели под этим столом и слушали. И через несколько времени вот услышали плач нашего братика. И когда я захожу сюда, в квартиру моей сестры, просто так хорошо мне. Я снова чувствую себя ребенком. И я вспоминаю, когда мы все за столом сидели, у нас был большой самовар. Помню, отец сюда хранил этот табак листовой. И вот сюда вот он резал табак этот и курил. Мама всегда любила его на ысых, и тут она клала мелочь всякую, платочек, вот так вот. И ходила вот так вот. И я, когда училась в Москве, увидела такую на сцене Малого театра у одной актрисы. Точно такую, значит, она фабричная. Крестик сам тем хорош, тем, что тут написано, какого года. 1889 года рождения сделанные. Да, ну рождение крестика, да. Это, знаете, 133, что ли, года. Это тоже моя мама подарила своему брату младшему, который был образованный, бухгалтер был. Она говорит, на всех пойдет, она очень цепляется. Один раз Лиза-то моя актриса тоже в Саха-театре. И на спектакле «Манчар» она играла там богатую, да. А дело этот, идет, а этот зацепился за пуговку с его партнера. В музее Анна Ахматовой точная копия лежит на кресле. Вот так вот. Да что? Ага. Говорят, целый амбар этих вещей антикварных было. Открывали, а там в сундуке лежали мамины шубы, пальто. Брат говорит, такая она красивая была. Она вообще красавица, этому не в нее почему-то. Берегите вещи, берегите своих бабушек, дедушек,
Да. чтобы связь не перерывалась. Спасибо, Зоя Петровна, и вам. Желаем вам здоровья. Спасибо. В первую самое очередь. главное. Да, Самое в первую главное очередь. вот это. И спасибо, что вот действительно вы сохранили. Это здорово. История, действительно, история семьи, история, да. своя история, история в Якутии. Это все войдет. Спасибо большое. Замечательная погода, замечательный эфир и, конечно, праздничное настроение. Я немножко завидую своим коллегам, которые сейчас гуляют по нашей столице, но у меня здесь не менее ответственная миссия. Тем более к нам активно поступают первые ответы на наши конкурсы. И действительно, мы сейчас немножко уточним, да, момент по поводу прошлого вопроса. Нам нужна конкретная цифра, дорогие телезрители. То есть просто сказать местность недостаточно. Нам нужна вот прям конкретика, да. И напоминаю, что вопрос был, где находится самая глубокая вечная мерзлота. Там есть определенные данные, поэтому постарайтесь, найдите и отправьте нам их на наш телеграм-канал. Ну а мне позвольте осветить следующий вопрос. Итак, следующий вопрос звучит следующим образом. Напоминаю, будьте внимательны, постарайтесь быть первыми. Где в Якутии существует кладбище динозавров? Также ждем ваш ответ. Но самое время, уже мы пришли к другому историческому пункту, и там уже находится Катерина и Павел. Катя, Павел, где вы? Что ж, а мы с Пашей дошли до гостиницы Тыгын-Дархан со старого города. Кстати, знаешь историю, да, гостиницы? Да, я знаю историю, потому что, ну, многие, наверное, кто в Якутске был, кто живет в Якутске, знают, что она находится между старым городом и детской школой искусств. Раньше в детской школе искусств было здание обкома областного комитета, а в гостинице Тыгын-Дархан до того, как это стало гостиницей и рестораном, была столовая обкома. Была столовая, да, и сейчас мы заходим в беседку возле гостиницы, и здесь нас встречает шеф-повар ресторана Тыгын-Дархан Константин Матананов. Константин, доброе утро. С праздником. Праздничное. Да. Обращаться, наверное, имеет смысл, как во всех кухнях, к шеф-повару, шеф. Доброе утро, шеф. Константин, скажите, примерно каким был завтрак у якутян 100 лет назад? Наверняка там также стоял самовар горячий. Ну, у нас традиционно это национальная кухня. Оладушки обязательно, пресные, да? И сбитые сливки кёрчах, ну и варенье разновидности. И, конечно, и традиционный чай, иван-чай у нас есть. Иван-чай. Да. Ага. Оладушки готовятся на молоке, с мукой, с водой, с солью, да? Ну и у нас до сих пор, мы марку держим, с тех времен мы также готовим оладушки. И сейчас я вам покажу забивать сливки кёрчах. Давайте. Кёрчах. Прям вот по-настоящему, по всем традициям. Да, мутовка называется. И вот мы должны сбить, насыщать кислородом. И оно получается с вареньем очень вкусное, густое. И как бы утром насыщается. Сливки, мы знаем, должны быть жирные. Прямо, ну, жирные, да? 35% можно. Сейчас везде продается. Наши местные. На самом деле я впервые вот такой вблизи наблюдаю, как делается кёрчик. Да? Да, я прям вижу, как на глазах взбивается. То есть мне казалось, как можно без миксера взбить что-то. Оказывается, да? Раньше наши предки также вот умудрились, да? Вот видите. И вот это якутский завтрак, плотный, сытный, с оладушками, с вареньем, с чаем. И все. Можно и все, и готово, да? Да, готово. Так, и мы можем попробовать вот здесь проходить. Так. Присядем. Давай. Ух ты! Я думаю, вот нам не помешал бы завтрак. Горячий чай, иван-чай. Да, ну, учитывая погоду сегодня, конечно, наша, северная, якутская, меня аж подцвело горло от нее, но тем не менее чаек нам не помешает. С оладушками, с вареньем, варенье голубичное, брусничное. Это же морожка. Морожка. Константин, а вот говоря про кёрчах, в принципе, да, это традиционное якутское блюдо. Изменилась ли с годами рецептура его, или оно до сих пор готовится так же, вот, как и готовилось когда-то? До сих пор так же готовим. У нас ресторан национальной якутской кухни, поэтому мы держим
соблюдаем правила. Обязательно. Константин, спасибо вам большое. Мы по традиции, всем нашим гостям сегодня дарим памятные открытки праздничные от нашего телеканала. Да. Спасибо вам за участие в нашем эфире. Ну а мы встречаем нашего следующего гостя. Да. Андрея Владимировича. Андрей Владимирович Тарасенко, председатель правительства Республики Саха-Якутия. Андрей Владимирович, доброе утро. С праздником вас. Так, пройдемте к нашему столу. В это утро, я думаю, самое время позавтракать. Завтракали ли вы сегодня вообще? Вопрос? Нет, еще. Я тут уже вовсю вам наливаю чай. Я думаю, что вы не откажетесь. Не успели позавтракать? Нет. Самолет только прилетел. То есть с корабля на бал фактически. Но вот такой вопрос, раз мы заговорили про завтрак, вообще, в двух словах, ваш традиционный завтрак. Традиционный завтрак? Что-то чай, может, пьете, печенюшки? Вы знаете, я даже не завтракаю обычно, я только ужинаю и все. Потому что рано прихожу на работу, и потом уже некогда. И привычка уже такая с флота осталась. Вот, кстати говоря, Андрей Владимирович, вы приехали с Приморья. А расскажите, чем вас так заворожило, удивило Якутия по приезду сюда, помимо климатических особенностей всех? Да, вы знаете, как всегда, это традиционно, как говорят, природа, во-первых, очень интересна и очень она насыщена, потому что все, что не возьми, начиная от травы, ягоды и, соответственно, самими людьми. Потому что настолько интересные люди и настолько увлеченные, и хотят все познать, все сделать, и быстрее это все надо. И это меня очень, знаете, та энергия, она, которая здесь есть и в людях, и в природе, она очень сильно так притягивает, да. А с точки зрения, помимо таких вещей, как природа, люди и так далее, все-таки вы ввиду своей профессии, своей должности видите регионы разные, можете есть с чем сравнить. Чем от других регионов, опять же, помимо холодов и этих экстремальных условий, в которых приходится работать людям, чем мы отличаемся от, может быть, других регионов нашей страны? Знаете, сейчас я приехал из Башкирии. В действительности они первые столетия встретили, потому что они присоединились сразу же к Российской Федерации в свое время, к России. И, соответственно, такой статус общероссийский получили. Потом там Татарстан. И мы уже третьи, которые идем в этой плеяде столетия. И все регионы по-различному интересны. Герб Башкирии – конь башкирский. У нас конь, понимаете? И отношения настолько к коневодству. То есть мы первые занимаем по коневодству, они вторые. Они очень, как говорят, соревнуются. И для них это, что мы первые, это такой прямо аж... Удар, да. Они очень... Просто, говорит, даже глава, когда говорит, я узнал, что вы первые в коневодстве, казалось бы, вас же так мало, а вы первые. То есть для него это очень так неожиданно было. Он так очень ревностно относится. Да? И другие регионы, Татарстан, то же самое, когда общаешься, видишь. То есть все сегодня пытаются показать, насколько они развиты, насколько они впереди. То есть каждая сегодня республика, она стремится, чтобы быть гостеприимной и красивой, и благоустроенной. Это самое главное, понимаете? Что мы сегодня должны достичь и сделать, потому что мы пока немножко отстаем. Отстаем в промышленности, отстаем в части благоустройства, и это очень важно нам сегодня прийти тоже не последними. Работа не початый край, конечно, но я думаю, наши люди, наши регионы с этим справятся. Но мы сегодня, вы у нас конкретно, у нашей пары сегодня второй гость, и у нас такой традиционный вопрос. В принципе, я думаю, вы уже в городе давно, в республике давно. Есть ли какие-то любимые прям уже места в городе Якутске? Знаете, любимые места, конечно, это сегодня пока стройки, объекты, как говорят, приборки, которые сегодня глава ставит задачу.
потому что в действительности нам нужно быстрее спешить и делать это все, успеть. Успеть, пока дают субсидии, пока дают нам деньги, потому что нам нужно очень много сделать. Регион огромный, большой, и занимает по территории первое место. Вы понимаете, нету равной такой территории. И надо сегодня достичь того уровня, который уже многие имеют. И чтобы его достичь, соответственно, надо быстро делать, строить. Поэтому время, чтобы там прийти где-то любоваться природой, ну, бывает, приходишь, да, вот хожу вот иногда там по набережной, смотрим, потому что в городе нету набережной красивой, где к реке можно выйти. И вот опять ходишь и уже и с мэром думаешь, и уже находим решение такое, что будет красиво от Абаги до Жатая, прямая набережная у реки будет, и будет очень красиво пройтись. Вот тогда вот хорошее любимое место будет. Андрей Владимирович, что бы вы хотели пожелать сегодня молодому поколению и чего пожелать в этот день? Да, вы знаете, вот это знаменательный день. 100 лет, я не знаю, может быть, мы точно уже второй раз 200-летие, да, не увидим. И хотелось бы, знаете, вот чтобы вот этот в день для многих наших жителей республики был стимул такой подъему к взятию таких высот, которые вот нам сегодня нужны, чтобы мы в действительности были хорошей республикой и благополучной во всех отношениях. Спасибо большое за поздравления эти. Ну и я уверен, просто сегодня множество всяких поздравлений вы еще получите, множество каких-то презентов, но я думаю, этот станет особенный. Сегодня всем нашим гостям вручаем такие открытки от нашего телеканала на память. Ну и с праздником вас! Спасибо вам большое. Спасибо, с праздником. Ну а мы хотим пожелать якутянам, землякам, ну, всего самого, конечно, хорошего. Самое главное — это трудитесь во благо своей республики, во благо своей малой родины, потому что, ну, другой такой у вас не будет точно. Да, но мы продолжим нашу прогулку, немножко потрапезничаем, да, и продолжим. Передаем слово Дарье в студии. Ребята, приятного вам аппетита, приятного вам чаепития. Ну а я тем временем работаю напрямую с любимыми телезрителями. Итак, помните, я попросила уточнить ответ, да, и у нас Айталина Слепцова дала полный ответ. Итак, самый глубокий предел вечной мерзлоты находится в верховьях реки Вилюй. Рекордная глубина здесь 1370 метров. Представляете, какой вот такой интересный факт, да? Мы поздравляем. Айталина получает у нас уникальный вот такой календарь, да, с логотипами и символика юбилейного года. Ну а далее мы задали следующий вопрос, да, где находится кладбище динозавров. Действительно, этот факт не всем известен, а у нас есть динозавры на территории Якутии. Правильный ответ — это Сунтарский улус. Но мы не стали уточнять конкретно место, да, потому что тут есть немножко спорные моменты, потому что, ну, есть они там на многих местах, да. Мы хотели просто узнать улус, да. И первым ответившим правильно у нас, так, сейчас я минуточку пролистаю, была Саргалана Едреева. Мы вас также поздравляем. Обязательно с вами свяжутся наши редактора. И я всех благодарю за активное участие, дорогие наши телезрители. Кстати, напоминаю вам, что вы можете присоединиться к телеграм-каналу. Там уже вовсю царит праздничное настроение. Люди поздравляют друг друга, делятся эмоциями, обсуждают наш эфир. И, в общем, там очень интересно. Кстати говоря, ресторан Тыгындархан, где сейчас находятся мои коллеги, получил свое название в 90-е годы, которые позже историки охарактеризуют как эпоха парада суверенитетов. Ведь регионы хотели больше прав. Им нужна была своя конституция, свой флаг, свой суверенитет. Тот самый, что первый президент России Борис Ельцин обещал республикам в неограниченном количестве. В 1992 в Якутии приняли новую конституцию и чуть позже, в этом же году, свой герб. Давайте вспомним из архивных кадров, как это было. Став самостоятельной, Республика Саха, Якутия, стремится создать атрибутику своей государственности. Над этим работает специальная комиссия. По ее постановлению прошел конкурс на лучший вариант
государственного герба Северного края. Активное участие приняли в нем как профессиональные, так и самодеятельные авторы. В результате этого творческого соревнования для комиссии наиболее убедительными оказались эскизы, которые подготовила творческая группа в составе академика, народного художника Российской Федерации Афанасия Осипова, члена-корреспондента Российской академии художеств Иннокентия Потапова, художников Владимира Игнатьева и Василия Парникова. О том глубоком замысле, который заложен создателями в проект, с трибуны сессии Верховного Совета Республики убедительно сказал академик Осипов. Но даже после этого народные депутаты продолжили острую полемику. В конце концов, они пришли к согласию и выбрали самый, на их взгляд, оптимальный вариант. Вот так выглядит герб Республики Саха. Согласитесь, 100 лет по историческим меркам – это совсем мало. А вот по человеческой жизни это огромный, большой срок. Немного кому удается прожить такую наполненную и интересную жизнь, длиною в целый век. Как героиня нашего следующего сюжета – ровесница республики. Она родилась в год образования ЯССР в 1922 году. 19-летнюю Любовь Калабину в девичестве Толстоброву на фронт призвали в 1942 году. Родилась она в деревне Мариновская Шарангского района Горьковской области. До войны работала в телефонной станции и была определена в зенитный артиллерийский дивизион. Служила разведчиком в отдельном зенитном дивизионе войск противовоздушной обороны. В 1943 году принимала участие в обороне и прорыве блокады Ленинграда. Как вы знаете, она ровесница республики нашей. Отработала в период, когда республика была автономной. Поэтому, в то время, конечно, вот как она сама говорит, жизнь кипела у нас в Хандыге. Хандыга для нее стала второй родиной. После войны Любовь Николаевна вернулась на родину и трудилась счетоводом в райпотребсоюзе. Затем с семьей переехала на Дальний Восток. Работала секретарем сельсовета в колхозе Приморского края. В Хандыгу Любовь Николаевна переехала в 1960 году. Всю жизнь она проработала в узле связи, почтальоном, кассиром. И даже выйдя на заслуженную пенсию, продолжала работать в селе Новый начальником почтового отделения Энгинского наслега. Стала заслуженным работником связи Республики Саха-Якутия, почетным гражданином поселка Хандыга и Тампонского района. Так, это что будет? Кофе, чай? Чай, да, чай. Чай, вот он. Могла бы и сама справляться со всем. Но все-таки какие-то вещи она не может делать. Допустим, вынести мусор, сделать уборку, допустим. А в остальном она справляется сама. Для ее 100 лет это удивительно. У нее даже на сегодняшний день очень отличная память. Она все хорошо помнит. Любовь Николаевна Калабина всю жизнь была заядлым рыбаком, ягодником. До 95 лет почти ежедневно ходила на рыбалку. Секрет долголетия – это суровое детство, простая деревенская пища и доброе отношение к людям, говорит наша героиня. Сейчас только лежу, а не хочется лежать, хочется ходить. Тем более Хандыга. Полюбила я Хандыгу, никуда не хочу. Лучше Хандыги нет. Тут всего полно. Выйди вон, пожалуйста, под окно, тут все, что угодно, летом. Может быть, потому и живу долго, что я ходила, вот все время ходила, воздухом дышала свежим, в лес ходила. Ровесница республики Любовь Николаевна Калабина, несмотря на возраст и болезни, старается сохранять бодрость духа и оптимизм. Такая солдатская закалка. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Какой замечательный человек. И вдвойне приятнее мне, потому что это моя землячка. Реально, она гордость нашего Тампонского района. Мы от всей души желаем ей здоровья. Ну а мы сейчас переключаемся к нашим коллегам. Руслан, Полина, вам слово.
Доброе утро, Даша. Доброе утро, уважаемые телезрители. Тем, кто сейчас присоединился к нашему эфиру, мы продолжаем историческую прогулку по нашему любимому городу. Ну и, конечно, я думаю, что на любой вопрос, касаемый, какая центральная улица вашего города, все якутяне скажут, конечно, проспект Ленина. Но мало кто знает и задумывается об ее уникальной истории. У этой улицы она есть. Как образовалась эта улица? Почему именно она стала центральной улицей, главной улицей нашего города? Большая часть этой улицы была застроена одной из первых. Здесь было очень много доходных домов и домов зажиточных жителей нашего города, среди которых как раз-таки был дом Монастырева, который печально прославился в 1889 году, потому что в нем произошел тот самый знаменитый вооруженный протест политических ссыльных. Также на этой улице множество магазинов, культурных и образовательных заведений, таких как учительская семинария, кинематограф и фотоателье Приютова, а также дом губернатора. Но, кстати, имя Василия Приютова связано не только с фотографией, но а также с зарождением кинематографа у нас в республике. В 1913 году он открыл первый постоянный кинематограф в городе. Ну и, конечно, мы сейчас передаем слово нашей коллеге Ирине Григорьевой. Наша историческая прогулка посвящена первым кинотеатрам города Якутска, в частности, кинотеатру «Центральный». Мало кто знает, но город Якутск, а не другие города Дальнего Востока, был культурным центром в целом регионе. Какое кино смотрели 100 лет назад и какие тайны хранит кинотеатр «Центральный», об этом прямо сейчас. Свет прожектора переносит нас в далекий 1911 -й. Именно в этот год отставной казак Пантелеймон Никулин впервые повесил в здании ныне Национальной библиотеки объявление о первом киносеансе. Политсыльный Василий Приютов, его конкурент, был более успешен. Пристроил киноаппаратную к своему дому на Большой улице и стал показывать кино. Этот дом располагался практически на территории, где сейчас стоит Центральный. То есть даже без озвучки, топером, как это было, да? И они были по продолжительности, ну, где-то от 3 до 7 минут. Такие вот короткие фрагменты со смешными названиями. Предположим, одно из названий там было «Буба заболел чумой». Кинопоказы в то время были прибыльным делом. О том, что первыми зрителями были состоятельные люди, говорит и объявление в газете «Якутская окраина» за 1912 год. Сеансы в кинематографе Приютова даются каждые 1,5 часа, ежедневно с 2 часов дня до 11 часов вечера. Цены на билеты: кресла первого ряда 1 рубль 10 копеек, второго и третьего рядов по 74 копейки, остальные места по 55 копеек. Очень известная фотография Василия Приютова – это празднование 1 мая в Якутске перед кинотеатром. Здесь как раз очень такие интересные лозунги. В борьбе обретешь ты право свое, партия социал-революционеров. Вот. И на этой фотографии есть очень известные люди того времени. Сам Ярославский в центре сидит. Так, и Максим Амосов, допустим, да, Юнский и так далее. Да. Для народовольца Василия Приютова политическая ссылка в Якутскую окраину обернулась подарком судьбы. Он стал предпринимателем, женился и оставил большое наследие в дар Якутии – кинематограф. Кинотеатр был оснащен электричеством. Электричество появилось позже на год. То есть в городе не было электричества, было только вот в кинотеатре. Люди приходили очень нарядные, перед сеансами играл оркестр. Заслуга Приютова в том, что он открыл постоянный кинематограф со своим залом, будкой для аппаратуры и развлечениями для посетителей. В отличие от банкиров и бизнесменов тех лет, свой кинотеатр Приютов открыл сам. На собственные деньги купил аппаратуру и киноленты. В память о талантливом организаторе школьники республиканского исторического конкурса оживили историю. Стоял в народновольческой организации, за что и был создан в Якутскую область. Сегодня всех гостей приветствуем на торжественном мероприятии, посвященном Дню музея. Специально для вас 5 класс средней школы номер 26 города Якутска представляет историческую реконструкцию. Директор Александр Данилов вспоминает, в былые времена кинотеатр посещали не только смотреть кино, но и слушать. Ежедневно здесь звучала живая музыка. После сеанса пела Мария Петрищева. Кинотеатр, наверное, был свидетелем. Ну, скажем так, начало это была война, 42-й год, год строительства, самые трудные годы. И вот сейчас 80 лет, тоже не очень хорошие годы, конечно, пошли, но наш кинотеатр стоит и показывает кино. Но вы
сами на свидание приглашали девушек? Обязательно. Это был большой зал. Там было еще 150 мест, деревянные кресла, и была любовь. В кинотеатре «Центральный» даже сейчас по-своему атмосферно. Люди спешат в кино. Какое кино вы смотрели? Я много смотрел фильмов советских. В то время каждый. «Юность Максима», например. Как часто вы ходите в кино? Каждую неделю, по пятницам. Есть свободное время, иду в кино. То есть без кинотеатра «Центральный» никак? Никак. Ирина Григорьева, Григорий Охлопков, Якутск. Говорят, без прошлого нет и настоящего, и не будет будущего. И это действительно так. Поэтому давайте вновь обратимся к страницам нашей истории. Мы уже говорили о том, что помимо столетия ЯССР в этом году отмечаем еще и круглую историческую дату – 390 лет нашему любимому Якутску. И, несомненно, символом этого времени является Якутский острог. И там уже находятся мои коллеги Катя, Павел. Ну что ж, а мы тем временем с Пашей поднялись... На символ Якутска, я бы сказал. На символ, зашли в символ города нашего, да, это надвратная башня. Хотя многие называют ее место. острогом, я до поры до времени называл это острогом, но это все-таки надвратная башня, так будет правильнее. Да, это причем воссозданная копия, причем точности, да, сгоревшей башни настоящей. По старым чертежам восстанавливали. К сожалению, которая сгорела в 2002 году. Но, тем не менее, мы можем видеть, наблюдать здесь вот какую-то часть города. Причем, если подняться прямо на самый-самый верх, там обзор открывается определенно получше. Город как на ладони, раскрывается. И подробнее об историческом вот этом памятнике, мы сегодня поговорим с главным смотрителем Александром Дьяконовым, историком. Александр, здравствуйте, с праздником. Скажите, башня, вот как мы уже подчеркнули, острог, историческое место действительно. Вот что она значит для нас, для якутян, это место? Дело в том, что в этом году мы же еще отмечаем еще и 390-летие города Якутска, и 390-летие вхождения Якутии в состав российского государства. И, собственно, в этой воссозданной башне наши посетители могут узнать о той части истории, о вхождении Якутии, о строительстве первого Ленского острога, построенным, заложенным Петром Бекетовым именно в этой башне. На данный момент, конечно, надвратная башня Якутского острога, она является историко-архитектурным символом нашего города Якутска. И поэтому, когда она сгорела в 2002 году, наши власти, это является символом города Якутска, было решение о воссоздании этой башни по обмерным чертежам известного российского советского архитектора-реставратора Александра Викторовича Ополовника. И поэтому эта башня, как раз когда она сгорела, буквально за 2,5 недели она была воссоздана. То есть это та же самая копия, которая стояла раньше на территории Краеведческого музея. Но сделана уже из новых материалов. Естественно, конечно, из новых материалов, потому что тот материал, который был, он уже был фактически уничтожен. Вообще, насколько я знаю, с 1632 года неоднократно вообще сам острог, сами башни, они по долине Туймада курсировали, передвигались. Почему именно вот на этом месте, можно сказать, окончательно? Дело в том, что, конечно, нужно понимать, что первый Ленский острог, впоследствии Якутский, как стал называться острогом, он был заложен в 80 верстах ниже города Якутска и на противоположном берегу. Но это место было не совсем удобное, река наша Лена своенравная, ее заливали, то есть было половодье. Там она несколько раз менялась, и только в 1942-1943 году было решение о переносе ее уже на территорию современной долины Туймада. Ну вот, кстати говоря, про восстановление еще, то, что действительно ее очень быстро восстановили, насколько я знаю, откликнулось тогда очень много и общественников, и бизнесменов, и так далее. Много ли вообще сегодня в Якутске людей, которые вот так хранят, переживают за историю родного города? Дело в том, что, конечно, когда вот эту башню восстановили в 2002 году, она буквально 15 лет стояла пустой очень, и вот буквально 6 лет тому назад мы со своими друзьями, опять же, с общественниками, которые ее восстанавливали, с теми же самыми ребятами,
мы решили вот именно оживить эту башню. И вот создали эту экспозицию. То есть, конечно, сейчас в нашем... То есть все то, что видите это в башне, это рук дел общественников. То есть государство на тот момент, ну, в качестве там, города Якутской Республики, оно активно не помогало. Но морально, да, всегда нас поддерживало. Александр, ну мы уже сказали, что в этом году мы отметим 390-летие города Якутска, а также состав Якутии в Россию, да, в Российскую Федерацию. Скажите, как вот на сегодня идет подготовка, да? Может быть, открылись какие-то новые исторические факты о городе? Ну, у нас это о новых исторических фактах можно говорить очень много. И для этого, мне кажется, вы должны подготовить целую передачу. То есть за эти несколько минут, не одну, да, и не одну, да. У нас открытий очень много, порядка 10. И каждый день эти открытия Ну, не каждый случаются? день, каждый месяц какие-то наши исследователи находят новые документы, очень интересные для истории нашего города Якутска. Вообще для России и Якутии в целом. Александр, а ваши любимые места в городе? Может быть, какие-то особенные, то, что вот именно вы связаны с историей немножко? Конечно, для меня, как для краеведа, да, для хранителя вообще истории города Якутска, на данный момент самое любимое место, это, конечно, Залог, где у нас еще порядком сохранилось более 30 подлинных исторических объектов. Ну и, конечно, это башня, где вот экспозиция, это все сделано моими руками, конечно, тоже мое одно из самых излюбленных мест. Спасибо вам большое, поздравляем вас с праздником. У нас сегодня для всех наших гостей вот такие замечательные открытки, памятные, да, за участие в нашем праздничном эфире. Мы вас поздравляем. Спасибо вам за ваше дело, за вашу работу. То, что именно в этот день вы посетили нашу башню. Спасибо вам тоже. С праздником. Возвращаясь к виду, что отсюда открывается очень много объектов. Один из этих объектов — это Комдрагмет, так называемый. И в эти дни там работает выставка именно национальных богатств. Сокровищница России, да, сегодня она откроется. И, кстати, там будут презентованы алмазы в честь имен, названные в честь великих якутян. Заслуженных деятелей, да, нашей республики. Предлагаю сейчас подробнее ознакомиться с экспозицией. В нашем сюжете. Уникальная работа мастеров из коллекции Госфонда России, всего 93 экспоната, в том числе относящиеся к ренессансу ювелирного искусства XIX веку, впервые увидят якутяне. Эксклюзивность придает и тот факт, что подобного рода выездная выставка Госфондом организована всего второй раз. При этом в Якутии впервые. Очень интересная и важная задача, которую мы перед собой ставили, показать жителям Якутии историю Якутии на тех предметах, которые хранятся в Государственном фонде Российской Федерации драгоценных камней и драгоценных металлов. В состав выставки включены именные алмазы. Это 15 драгоценных камней, название каждого из которых связано с историей Якутской Республики. Главное богатство Якутии – это его люди. Именно выдающихся якутских сыновей, первых руководителей республики, увековечены в самом твердом минерале – алмазах. И именные алмазы в эти дни якутяне могут увидеть на этой выставке. Кроме именных алмазов, несомненно, большой интерес посетителей вызовет копия большой императорской короны, усеянная 11 тысячами бриллиантов в 1200 карат, а также скипетр – символ власти, работы уже современных мастеров. Помимо музейных ценностей будет показана коллекция полноцветных ультрареалистических голограмм, точных оптических копий экспонатов алмазного фонда, которые не могут покинуть территорию Московского Кремля. Кстати, в связи с юбилейной исторической датой Якутии Госфонд сделал подарок республике, присвоив имя «Столетие ИАССР» крупному самородку золота, найденному в Усьмайском районе еще в годы войны в 1944 году. Посетители со всего мира, необъятной вот нашей родины России, будет увидеть, что вот есть самородок, названный
столетия образования Якутской ССР. Блеск драгоценных камней на этой выставке буквально слепит глаза. Но не только сиянием поразит коллекция, но и той энергетикой, как утверждают организаторы, которые присущи всем произведениям настоящего искусства. Дело не только в такой крупной цифре, как 100, да, столетия, а дело в том, что сюда придет большое количество людей. И люди получат то, что несет на себе искусство. Люди получат умиротворение, люди получат общение с прекрасным. Люди в определенном смысле перенесутся в другой мир. Мир искусства. И это создаст для людей очень приятную внутреннюю, духовную и душевную атмосферу. Вот это, наверное, очень важно. Туяра Филиппова, Григорий Охлопков, Якутск. Продолжая тему этой уникальной выставки, телезрители, у вас есть уникальный шанс получить тот самый пригласительный билет. Для этого лишь нужно отвечать правильно на наши вопросы. И вот один уже счастливчик совсем скоро получит вот такой пригласительный билет за правильный ответ про кладбище динозавров, которое находится в Сунтарском улусе. Мы вас поздравляем. Оставайтесь с нами, у нас есть еще пригласительные билеты на такую уникальную выставку. Ну а многое со временем стирается из памяти, но благодаря сохранившимся старым кадрам кинохроники мы можем кого-то вспомнить. Кто-то впервые может увидеть, например, такие редкие кадры, как о знатном овощеводе Гаврииле Самсонове. Он тоже является ровесником республики и в этом году отмечает столетие. Помидоров 240 центнеров с гектара. Капусты 260. 75 центнеров картофеля. Вырастить такой урожай на вечной мерзлоте, сами понимаете, непросто. Овощеводы колхоза имени Ленина создали новые морозоустойчивые сорта. Овощи идут в города Якутии. Спасибо вам, колхозники Мегино-Кангаласского района. Спасибо тебе, бригадир Самсонов. Спасибо, Гавриил Семенович. Какие замечательные архивные кадры. И действительно, мы, да, люди 21 века, имеем уникальный шанс окунуться в историю благодаря именно архивным данным. И, кстати говоря, дорогие телезрители, если вдруг вы интересуетесь подобной темой, вы можете посетить телеграм-канал архива НВК. Там именно хранятся вот эти уникальные вещи. Поэтому сейчас, век новых технологий, вы можете просто со своих гаджетов также видеть интересные кадры. Сейчас ведь как никогда важно сохранить имеющееся и вновь создаваемое аудиовизуальное наследие. И это задача государственной и исторической важности. Через эти руки прошли сотни тысяч кадров. Алена Марсанова на протяжении 16 лет занимается реставрацией пленки. Чистит от пыли, кадр за кадром тщательно протирает ацетоном и проматывает раз за разом кинопленку. Паутина времени беспощадна. Кислота, которая образуется, влияя на основу кинопленки, приводит ее к усадке. Возникают микротрещины, пленка деформируется. В бобине есть в каждому фильму единица хранения, вот такой технический паспорт. Вот, например, этот фильм «Лев Толстой», художественный фильм. И когда вот мы проверяем, всегда вот тут пишется, сколько метража вот в одной бобине. А первая очистка? 84-м. Получается, почти уже 40 лет? Этот фильм чистят и проверяют уже 40 лет, получается. Формат, изменивший мир. А в архивохранилище номер 4 сотни кассет Бетакам, символы 80-х и 90-х годов. Оцифрованные кадры с видеокассет формата ВХС. Каждая на вес золота. Центр аудиовизуального наследия города Якутска – это единственное на Дальнем Востоке культурное учреждение, которое профессионально занимается сбором и хранением, а также систематизацией уникальных материалов. Вера Семеновна, вот сзади нас
Уникальный, богатый архив. Я смотрю, битакам, сколько здесь кассет, а главное, что в них? Хранится 8700 единиц хранения. Ну, это DVD-диски, вот, видеокассеты, такие вот битакамы, дивикамы. И более 37 тысяч единиц учета. Это телепередачи, телесюжеты, киножурналы, документальные фильмы, художественные фильмы и немонтированные съемки. Ежегодно фонд аудиовизуального наследия увеличивается на несколько сотен единиц хранения. Видеоматериалы приносят и сами горожане. Те, кто хочет сохранить память и оставить на века эпоху, которая уходит. Сейчас в центре более 35 тысяч единиц хранения. А в читальном зале крутится старое кино. Тот, кто ищет, всегда найдет, уверен сотрудник музея Октябрина Петровна. Музеи, библиотеки и архивы – это основные хранители исторической памяти. Кино-видеодокументы, которые хранятся в фондах, востребованы не только у специалистов. Музей в основном показывает именно вещи, да, у нас экспонаты. Вот именно происхождение вот этих экспонатов, откуда оно у нас. И у нас еще хранятся именно вот вещи знаменитых наших, да, людей. А именно о них, вот история мы можем в архивном материале, в виде материала мы можем найти вот в центре. Каждый исследователь найдет здесь что-то для себя. Виды городов и сел, старинные здания, портреты людей различных поколений и профессий, начиная с 30-х годов. Кроме сбора и приема кино-видеоматериалов, Центр ведет постоянное архивирование. Это видеосъемки значимых событий современной истории, науки, культуры, жизни замечательных людей. Могу провести заседание комитета. И я не могу сказать, что вот отложить. А в другом павильоне легендарная женщина. Почетный гражданин Якутии, депутат Верховного Совета РСФСР и Госдумы Российской Федерации Зоя Корнилова. Участвует в проекте «Кинолетопись Якутии». Известный политик считает, изменить будущее смогут только истинные патриоты, которые знают правдивую историю своей страны. Это даже дает возможность более реальную историю сохранить нашей республики. Как она развивалась, какие были трудности. И на основе этого будущее поколение будет делать выводы, какие ошибки нам не делать и по какому пути идти. Экспедиции, съемки, издательская деятельность – это лишь некоторые из видов профессиональной работы. Техническое перевооружение и сохранение живой летописи истории Якутии для последующих поколений – главная задача Центра до 2025 года. Необходимо создать электронный каталог, разместить его на сайтах других ресурсов, с тем, чтобы любой человек, хозяйствующий субъект, мог найти нужный ему материал, просмотреть, ознакомиться с описанием конкретного материала и заказать его или приобрести через, интернет-систему. С исторической точки 100 лет дальше уже есть чем заниматься. Есть чем заниматься, да. Ирина Григорьева, Семен Семенов, Якутск. Дорогие друзья, если в вашей семье есть архивные кадры, возможно, фотопленки, возможно, видео, да, вы можете их сдать в Национальный центр аудиовизуального наследия. Они принимают эти данные, и таким образом, возможно, историю вашей семьи вы можете оставить навсегда в истории всей республики. Ну а сейчас мои коллеги Полина и Руслан находятся у Русского драмтеатра. Ребята, вам слово. Следующая локация, до которой мы добрались, это Русский театр. И здесь нас уже встречает гость Александр Григорьевич Подголов, председатель русской общины. Доброе утро. Доброе утро, доброе. Вы являетесь старожилом нашего города, также председателем русской общины. Вы родились и выросли на одной из главных улиц нашего города, где набивали первые шишки, научились кататься на велосипеде. Расскажите, любовь к родине начинается с родного двора? Вот не зря вот эта песня есть, да, с чего начинается Родина. Наверное, когда ты ее слушаешь и подпеваешь, она проходит через твое сердце. Тем более, что когда у тебя вся жизнь прошла в одном городе. 60 лет. И вот там, где мы сейчас находимся, для меня, на самом деле, это не просто улица, это не просто проспект. Здесь прошла моя молодость, мое детство, мое отрочество, да, моя зрелость, и сейчас приходит старость. Поэтому для меня вот этот день сегодняшний, да, по большому счету, конечно же, праздник.
Потому что, кроме того, что 100 лет, мне еще и в этом году исполнилось 60. Да? Как бы тоже круглая дата. Поэтому Родина, конечно же, начинается со двора. Мы дружим по-прежнему с моими друзьями, которыми мы выросли, Орджоникидзе 44. Всю жизнь до сих пор поддерживаем отношения. Поэтому песня про нас. Александр Григорьевич, вот у вас очень интересный жизненный путь. Вы были избраны депутатом Милтумена 2 и 4 созывов. Работали в качестве министра молодежи и спорта Якутии. Основали Ассоциацию социальной помощи подросток. Вот что вы в этот день можете пожелать молодому поколению? Вот молодому поколению я, хотя оно не слушает, я 30 лет советую и не знаю, прислушивается ли они к этому в этот раз. Но я им хочу посоветовать: добивайтесь поставленных целей. Это главное. И еще никогда не отступайте от своих жизненных принципов. Ну и самое главное, уважайте старших. Это я сейчас понял. С праздником! Ну и завершили мы наше интервью замечательным стихом, который как раз-таки подытожит: друзья, любите свою родину. В этих краях нас погода не балует. В этих краях не везде есть пути. Холодом веет и небо, и камень. Древний свидетель былой мерзлоты. Если не знаешь, не жил ты в Якутии. Трудно понять, трудно сердцем принять. Что позабыли в краю этом люди, что их сумело так сильно пронять. Многих судьба разбросала по свету, а для кого-то ты стала судьбой. Сколько бы жизнь не меняла сюжеты, сердцем Якутия буду с тобой. Ну и, дорогие друзья, сейчас мы бы хотели предоставить вашему вниманию сюжет из Усть-Неры, который также будет посвящен стихам. Своей судьбе я очень благодарен за то, что довелось родиться мне в Якутии. Таежной ты дали, где глухари такуют по весне. Якутия, гордимся мы тобой. Здесь все народы, как одна семья. И все стихи, написанные мной, тебе лишь только посвящаю я. Нашу любимую республику поздравляют с разных уголков всего мира. Давайте посмотрим. Дорогие жители Якутии, я Симонида Станкович, певица из Сербии. Поздравляю вас с столетием любимой Саха-республики. Уруй Айхал! Поздравляю всех граждан Республики Якутия, правительства и руководства государства с Днем государственности, с искренним желанием укрепить наши дружеские связи, воздать должное мужеству и мудрости наших предков. Уруй Айхал! Сахасерен республикатын сүз сахан толбут сылгар багарабы техеха жолу соргуну кытанах доробияны онна үрдүк ситихилери. Сахасерен олохтохторугар уруй айхал.
Как здорово принимать вот такие поздравления из разных уголков страны. И действительно, наши земляки живут везде, и они помнят о том, что сегодня у нас знаменательная дата. Спасибо всем большое. Ну а я продолжаю нашу телевизионную викторину. Дорогие телезрители, берем свои телефоны в руки, включаем телеграм-канал и отвечаем как можно быстрее. Но вопрос не очень сложный. Какой музей существует только в Якутии? Отправляйте ваши правильные ответы на наш телеграм-канал, ну а я уже слежу за тем, кто сделает это первым. Ну а тем временем передаю слово Павлу и Катерине. Павел, Катя, вы на связи? Где вы? Слышите меня? Ну что ж, наша прогулка продолжается, да, в окрестностях старого города, и мы подходим к еще одному, наверное, комплексу, как он и называется, комплекс, да, мемориальный комплекс «Вечный огонь». В принципе, кто-то ее называет площадь Марата. Ныне же, наверное, правильно будет говорить мемориал памяти борцам за советскую власть. Да, павшим бойцам. Рядом с Преображенской церковью он находится также окрестность старого города. И многие ошибочно могут представлять. Я в свое детство, на самом деле, тоже думал, что вот этот «Вечный огонь», который справа от нас сейчас находится, он посвящен собственно, солдатам, сражавшимся... Погибшим, да, в Великой Отечественной войне. Да, но на самом деле это все по памяти борцам за советскую власть, революционерам. И вот здесь, кстати, в мемориале отмечены знаковые события тех времен, то есть вот и начало гражданской войны, осада Вилюйска, вот 22-й год и так далее. И, наверное, все-таки эти события, они тоже очень сильно связаны с становлением автономии нашей республики, поэтому мы здесь тоже, наверное, дань уважения свою отдадим. Дань, память. Возложим цветы. Ветрено сегодня, поэтому лучше, конечно, вот эти желоба использовать. Да, ну а подробно о мемориальном памятнике 1977 года нам сегодня с радостью, думаю, расскажет историк, писатель Владимир Пестерев. Владимир Ильич, здравствуйте. Доброе утро, с праздником. Спасибо. И вас также с праздником, с юбилеем. Ну, в подробностях расскажите, каким событиям, в принципе, посвящен данный комплекс? Ну, мы сейчас находимся, первоначальное название это площадь Марата. На площади Марата, вот возле Преображенской церкви. Здесь этот памятник связан с тем, что гражданской войной, то есть одним из эпизодов нашего, как говорится, образования республики. Как известно, гражданская война началась вот на таблице вот на стене написано август 18 года и закончилась в 23 году. И вот места боев, где были наиболее крупные сражения. И здесь же с обратной стороны написаны имена красногвардейцев, погибших за советскую власть в разные годы. Ну, первым здесь похоронили в братской могиле красногвардейцев, погибших в 1922 году в феврале возле мая Мегино-Кангаласского улуса, 12 человек. Ну а потом в 1923 году похоронили 16 человек, погибших при освобождении Слободы-Амга от пепелеевцев. Ну и после похоронили 3 командиров, которые погибли. Романенко, Нога и Иннокентия Алексеева. Это вот знаменитый герой гражданской войны Якутии. Этот мемориал связан, как я говорил, что именно гражданской войной, поэтому здесь находится братская могила 30 человек, которые, красногвардейцев, которые погибли за советскую власть. То есть я правильно понимаю, что мы прямо сейчас стоим на братской могиле? Год 50-летия Великой Октябрьской революции в 1967 году здесь постановлением по тогдашнему обкома КПСС партии и Совета министров правительства нашей республики было решено оборудовать вечный огонь, и сделать мемориал. Мемориал, как видите, автор его является художник Карамзин, скульпторы Селевцов и Холмогоров.
Он напоминает вот такое древнее якутское захоронение Арангас. Раньше, до христианского, до прихода русских, хоронили так погибших батров. Ну и здесь вот написан стих нашего поэта Юнского. А вечный огонь был зажжен в 1967 году, 26 июня. Даже как в исторических документах акте написано 11 часов 25 минут. И вот он с тех пор и горит. Ну, будем надеяться, что будет вечно гореть. Будет гореть. Ну, это все-таки, да, великая память. Ну, какая бы история ни была, это история нашего края в любом случае, ее помнить нужно. Вы сказали, что это стихи Аюнского здесь размещена. Вот здесь вот замечательные строки: «Не укротить наш дух могучий и наши пламенные мысли вовек не погасить». Можете ли вы сказать, чьего авторства? Да. Это авторство тоже, как говорится, предполагает Аюнскому. Он же писал очень хорошо на обеих языках. И вообще гражданская война, она была очень жертвенной для нашей маленькой республики, для Якутии. Ну, всего погибло с обеих сторон и со стороны мирного населения около 3000 человек. Ну, лично с моей, как говорится, только родни погибли 7 человек. Из них 2 были в годы расстреляны, зарублены красными, 3 были расстреляны повстанцами, и 2 погибли от случайного взрыва, случайно найденной гранаты. Кстати, повстанцы, они воевали вот под сегодняшним знаменем России за Демократическую Республику Якутии. Ну, а красногвардейцы, они за советскую власть под красным знаменем. Ну да, 3000 человек-то много, действительно. Это были люди наиболее такие молодые, ну, наиболее такие, которые вот именно приняли вот идеи Октябрьской революции и образования новой республики, нового государства, новой жизни в буквальном смысле. Поэтому гражданская война, ну как везде, по всей России, она была очень кровопролитной и долгой. Владимир Ильич, а что бы вы хотели пожелать молодежи сегодня? Ну, сегодня я молодежи пожелал бы, вот сегодня на уроке вот на нашего прошлого гражданской войны, и сегодня вот той войны, которая идет на Украине, тоже гражданская война, чтобы молодые люди учились различать, где правда, где, как говорится, правильные идеи, а где фальшивые идеи. Владимир Ильич, с праздником вас! Спасибо вам огромное, что пришли, присоединились к нашей беседе. Да, и мы вам дарим такую памятную открытку за участие в нашем праздничном эфире. Поздравляем еще раз с праздником. Спасибо. Дарья, ну а мы передаем слово тебе. Спасибо большое, дорогие друзья. У нас сегодня уникальная возможность увидеть героев нашего утреннего праздничного эфира на улицах нашей столицы. Они вот рядом со мной на диванчике, как это обычно, да, привычно нашему зрителю. Спасибо большое вам, дорогие наши гости, что сегодня находитесь на праздничных улицах нашей столицы и участвуете в нашем прямом эфире. Наша республика – удивительный край. Здесь на протяжении нескольких веков живут бок о бок люди разных национальностей и вероисповеданий. Тесно сплелись истории, судьбы народов. И каждый из нас причастен именно к этой истории, к тому, что происходит и как развивается наша республика. Своим трудом, своими мечтами и стремлениями мы создаем будущее. Будущее для наших поколений. Ну а для того, чтобы создавать будущее, надо знать и историю. История Ленского района, как и республики, тесно переплетается с историей православия. Как возникла в Ленском районе церковная система, в материале Анны Кожевниковой. Маленькая часовня на въезде в город – это подарок одного из предпринимателей, меценатов Ленска Александра Серегина своим согражданам. Для ленчан это стало излюбленное место. Сюда они могут приехать в праздник, поставить свечку. Особенно привлекательна часовня для молодоженов. Они приезжают сделать фотографии и закрепить свои семейные узы с замком на дереве любви. Как и повелось издревле, на Руси многие храмы, богомольные монастыри строили в основном благодаря меценатам. Первую часовню в Мухтуе возвел один из первых ссыльных русских Лука Рыбкин. Первая часовня появилась в XVIII веке, год точно неизвестен.
Тоже до сих пор пока еще документов, которые точно говорили, когда это было, мы не знаем. Яна, расскажите, мы сейчас с вами находимся на одном из самых исторических мест в Мухтуе. Здесь когда-то была церковь. В каком году она была построена, по историческим сведениям? Ну, по историческим сведениям есть две даты: 1863 и 1862. Все-таки считают именно 1862, потому что по отчетам метрических книг отчет они начинали именно с этого года. А затем в 1928 году церковь была закрыта. В 30-х годах она была передана под клуб. Один из старожилов Ленска, Валерьян Рыбкин, бережно хранит историю своего рода и передает ее потомкам. Он хорошо помнит, как ломали здание первой церкви. Вокруг это все было огорожено, церкви. И внутри этой церкви все хоронили тех, кто был крещеный и знатный, не просто так. А за оградой хоронили тех, кто не были крещеные. Здесь у меня бабушка похоронена, здесь у меня дедушка. Сегодня на колокольне храма святителя Иннокентия Московского хранится единственное наследие, доставшееся нам от Мухтуйского храма Николая Чудотворца. Этот колокол. В планах его установить как памятник в церковном дворе. Крестили детей, венчали молодоженов. Именно церковь была исполнителем семейного законодательства. В метрических книгах в каждом православном приходе велись записи о рождении, смерти и бракосочетании. Революция 1917 года внесла коррективы и в эту сферу. Преемником церкви стала служба записи актов гражданского состояния. Еще до недавних пор в Ленском архиве хранились книги записи актов столетней давности. Но в недавнем времени они были отправлены в Нацархив, а до наших дней дожили только книги записи актов, датированные 26-27 годами прошлого столетия. Нам стало интересно, кто родился 27 апреля в этих годах. Но, к сожалению, такой записи нет. Есть только 29 апреля. Серкин Валентин родился в Мухтуе. Серкины – это одна из старейших фамилий Мухтуи. Еще интересный факт наблюдается в самой записи актов. Некоторые из них делались на латыни вплоть до 30-х годов. Интересен тот факт, что история первой записи акта в Ленском районе, составленная о сочетавшихся браком, датируется 30 апреля 1862 годом. Она сделана священником Василием Успенским в метрической книге Мухтуйской Николаевской церкви Киринского уезда Иркутской епархии. Получается, что храм для жителей Российской империи был не только местом проведения религиозных ритуалов, а социально значимой структурой в жизни общества. Была такая очень интересная книга «Исповедальные войска», где записывались в селении все люди, которые ходили на исповедь. То есть вся семья от отца до детей 7-летнего возраста. Так, изучив метрики, можно собрать данные своего родословного древа, а история каждой отдельной семьи в России испокон веков плотно переплеталась с историей государства. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Итак, наши телезрители очень активные и благодарные люди, и позвольте мне прочитать их поздравления. Всем желаю счастья и добра, всем удачи и процветания. Журналистам Якутии слова благодарности за качественную работу, за прямую линию нравственности, без сплетен и скандалов. Заметила, что с федеральных каналов я перешла на Якутию-24 и верю только вам. Обратите внимание, какое благодарное сообщение. Да? Еще одно сообщение. Всех поздравляю с замечательным юбилеем. Такое событие бывает только раз в столетие. И мы все свидетели и участники этого события. Все супер и здоровья всем. А также еще есть благодарность. Да? Благодарю коллектив программы «Якутия» за такой классный праздничный выпуск. Вы сделали мое утро. Когда читаешь подобные сообщения, действительно гордишься тем, что работаешь на телевидении, потому что мы каждый день стараемся сделать ваше утро ярче, позитивнее. И, конечно, мы для этого делаем огромную работу. Мы посещаем различные локации, мы ездим по разным улусам, ездим в командировки, общаемся с различными людьми. И следующее музыкальное поздравление специально для вас. Он сердца наполняет.
Вот такое замечательное музыкальное поздравление для всех наших телезрителей. Ну а мы движемся далее. Я хотела бы озвучить имя победителя, который получает также пригласительный билет на уникальную выставку. И правильно ответила Екатерина Артемьева на вопрос про то, какой музей существует только в Якутии. Ну, я думаю, это ни для кого не секрет. Это действительно музей Мамонта. Екатерина, мы вас поздравляем. У вас есть шанс посетить замечательную юбилейную выставку. Ну а сейчас я хочу вновь дать слово Руслану и Полине. Где вы находитесь, Руслан? Вот мы и дошли до самой главной площади нашего города, до площади Ленина. Эта площадь находится в самом центре города, на месте бывшего гостиного двора. Площадь названа в честь вождя Октябрьской революции. В далеком 1967 году ему был установлен памятник. Это не только одна из самых центральных площадей нашего города, но и самая любимая и красивая. Летом здесь горожане могут отдохнуть у фонтана, а зимой здесь очень красивая новогодняя световая инсталляция. Родители гуляют со своими детьми, детки любят покататься на велосипедах, на роликах, и это место связывает очень много зданий. Здесь располагается Дом правительства номер 1 и номер 2. Также здесь располагается Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия. Кроме этого, здесь детская школа искусств, Дом печати, Старый город и многое-многое другое. Ну, конечно, для каждого горожанина и жителя Якутии это место занимает особое место. И к нам присоединяется сейчас наш следующий гость. Это Андрей Высоких, председатель Общественной палаты города Якутска, меценат, человек, который очень любит свой город. Доброе утро. Доброе утро. Всех с праздником, дорогие горожане, жители республики. На самом деле большое событие, столетие нашей республики, нашей автономии. Мы прогулялись по историческим местам нашего города, узнали историю. И вот что для вас площадь Ленина? С чем она у вас, с какими воспоминаниями, может быть, связана? Площадь Ленина всегда была площадью Ленина. Мы в детстве ходили парадами, вот по площади Ленина, и 1 мая, и 7 ноября. Когда я стал взрослым, работал, и вот это здание Якутзолото, красивое такое большое, вот полукруг и переходящее на проспект Ленина здание мы строили в 1978 году. Меня оттуда призвали в армию. Вот как так. Андрей Анатольевич, сейчас много говорят о том, что необходимо менять, например, название улиц, площадей. Ваше мнение по этому поводу? Мы любим все это, к сожалению, менять, но опять же, вот если бы не было этого имени Ленина, вряд ли у нас было бы и автономия 100 лет назад. Поэтому я думаю, что надо оставить так, как оно есть. Единственное, что вот как-то надо более правильно относиться к этим названиям, потому что иногда смотришь, висит указатель «Улица Ленина». Ни Владимира Ильича Ленина, ни имени, просто улица Ленина. Какая Лена была? Вот как-то так, как-то неправильно, на мой взгляд. Вот это вот. Поэтому я считаю, что все-таки создаем новые улицы. И вот в этом году я думаю, что сделаем реконструкцию проспекта имени Владимира Ильича Ленина, и будет красиво, и площадь Ленина будет другая, и фасады будут другие. Я думаю, что будет все очень красиво и здорово. И ваши пожелания всем нашим телезрителям и всем нашим якутянам? Во-первых, здоровья, здоровья и здоровья. Потом давайте жить дружно, объединяться, не искать друг друга отрицательных, наоборот, больше положительных эмоций, учиться жить дружно, делать только какие-то благородные поступки, вот смотреть друг другу в глаза и улыбаться, растить новое поколение и оставаться в традициях своих стариков, дай им Бог здоровья, и вот помогать им скоротать эту их благую старость. Андрей Анатольевич, от своего лица, от нашего телеканала мы бы хотели вас также поздравить с этим праздником и вручить небольшую открытку в честь столетия образования республики. Спасибо. И, конечно, друзья, сейчас мы передаем вновь слово Дарье. Спасибо большое, ребята. А я сегодня хотела бы обратить внимание на то, что в нашей студии находятся вот такие подарки, и мы видим тот самый логотип, юбилейного года. И когда ты видишь вот это столетие, действительно в сердце какие-то приятные эмоции возникают сразу. А на моем груди сегодня вот такой отличительный знак, это 100-летие республики. Знаете, вот вроде бы небольшой, вроде бы незаметный, но когда он находится вот здесь возле сердца, можно с уверенностью сказать, что я горжусь, что я родилась в республике Саха-Якутия.
Итак, наши сейчас коллеги подходят к одному еще объекту на улице нашей столицы. Сегодня у нас историческая прогулка с площади Орджоникидзе по центральной улице. Также мы посетили старый город. Мы поговорили с интересными гостями, которые рассказали нам историю этих мест. И действительно, идея пришла неспроста, ведь мы хотели сделать этот эфир немного интереснее, уникальнее. И я думаю, что у нашей съемочной группы это получилось. Также мы напоминаем вам о том, что у нас есть телеграм-канал, где мы всегда ведем обратную связь. Мы всегда рады ответить на ваши вопросы. Мы всегда рады получить какие-то предложения, возможно, да. Возможно, кто-то из ваших близких хочет стать участником нашего эфира. Мы всегда рады, присоединяйтесь к нам. Ну и, конечно, время эфира ограничено. Хотелось бы, конечно, видеться с вами побольше, да, но пока вот что имеем, да. И, конечно, дорогие наши телезрители, не забудьте поздравить сегодня своих близких, просто пожелать здоровья, пожелать счастья, возможно, просто поздравить человека, который идет по улицам нашего города. Ведь это очень замечательно и здорово, когда есть такой повод. Столетие республики. Можно просто пройти и сказать с праздником, и мне кажется, кому-то из наших горожан вы сделаете приятную вещь. Ну, вот, допустим, у нас есть наши поздравления, да, к примеру. Берем, кстати говоря, пример. Дорогую республику поздравляю от всей души. Самая лучшая, самая любимая, самая красивая и уникальная. От всей души люблю ее. Вот такое сообщение. Ну и сейчас мы передаем слово моим коллегам. Паша, Катерина. Так, Павел, мы передаем тебе слово. Ручку мне, да? Паша, привет! Ну что ж, Даш, еще раз здравствуй. Уже второй час нашего праздничного, замечательного эфира движется. И все-таки праздник — это столетие республики, это праздник всех якутян. Я не перестану об этом говорить. Я еще раз поздравляю всех земляков наших, всех якутян, гостей столицы, в конце концов, потому что они тоже, если в эти дни находятся в республике, они попадут на, ну, я думаю, на легендарный, замечательный праздник, которого не будет еще 100 лет. Ну и сегодня мы решили, пользуясь случаем, находясь на главной площади города Якутска, конечно же, спросить, поговорить с жителями Якутска непосредственно, спросить их о празднике, как они видят, какой видят республику через следующие 100 лет, когда будет 200-летие нашей республики. И вот прямо сейчас со мной Светлана. Светлана, доброе утро, с праздником вас! Здравствуйте, спасибо. Вас также поздравляю со 100-летием республики. То первый вопрос, как я уже сказал, сегодня мы отмечаем столетие, вот мы видим Якутск наш, ну, нашу республику такой, какая она есть. Какой вы ее видите через следующие 100 лет, вот получается в 2122 году? Ну, какой бы хотели ее видеть? Ну, хотелось бы, чтобы побольше было парков, зелени, чтобы улицы были у нас чистые, и зимой побольше теплых остановок, естественно. Ну, детям, чтобы было где прогуляться, чтобы были дороги красивые у нас. Очень хорошее пожелание, но я думаю, эти вещи, в принципе, реализуются уже в ближайшие годы, потому что и теплые остановки появляются, и с озеленением начинают как-то решать, пытаться вопрос, поэтому я думаю, все это не за горами. А второй вопрос, вот, ну, вы знаете такую вещь, как капсула времени, да, когда какие-то, вот раньше в советское время так делали, какие-то записки следующим поколениям, вот если бы у вас была возможность, а в принципе возможность есть, потому что мало ли, вдруг через 100 лет запись этого эфира праздничного посмотрят, услышат теплые приятные слова, что бы пожелали потомкам, кто, ну, сможет посмотреть, скажем так, наш эфир там через 80, 90, через 100 лет? Ой, чтобы, наверное, мир был на земле, во-первых, здоровье было детям, внукам нашим, ну и чтобы были школы современные, технологии побольше. Светлана, спасибо вам большое, мы вас больше не смеем задерживать, еще раз с праздником. Спасибо всех якутян с праздником, и чтобы было здоровье и побольше радости на сегодня. Спасибо, Светлана, большое. Спасибо большое. Вот и завершается Даш, наша утренняя праздничная прогулка в день столетия образования Якутской ЯССР. И вместе с ней подходит к концу и наш прямой эфир. Мы благодарим всех, кто принял участие, и надеюсь, что вот такой формат утренней программы запомнится всем нашим телезрителям. Ну а такую хорошую точку поставят мои коллеги, которые наконец-то встретились в одном месте.
Ребята, вам слово. Идет подготовка, видимо, кто-то еще не добежал до локации. Действительно, прямой эфир тем и приятен, что мы работаем вот так вот. И, конечно, сейчас пару секунд, я думаю, ребята выйдут на связь. Ну и мы хотим пожелать всем нашим телезрителям здоровья, счастья и любви. А ребята с нами на связи. Где вы? Ребята? Где вы, ребята? Ну и вновь напоминаем вам о том, что сегодня телезрители, которые получили памятные подарки, мы с вами обязательно свяжемся, редакция, да, и вы можете уже завтра забрать эти памятные подарки. Ребята, наконец-то на связи. Вот они. С Полиной, с Русланом. Да. Замечательная Паша прогулка. и с Катей. Друзья, как вам это утро? Отлично. Я вот с завистью смотрю на Руслана и его пальто. Я знал, что будет ветер, да. У нас еще, конечно, весна, но не настолько, достаточно прохладно. Но и... Тем не менее, солнце светит, это не может радовать. Смотрите, как голубое небо. А мы сделали все для того, чтобы ваше утро было праздничное, доброе и теплое. На этом наш праздничный выпуск «Утро Якутии» подходит к концу. Я думаю, что вам с нами было интересно, и вы хоть немножко что-то новое для себя открыли вместе с нами. Ну и все-таки, как мы говорим, все эти 2 часа это праздничный эфир, и поэтому, конечно же, хочется пожелать много всего, хочется пожелать развития, в первую очередь, достойного, благородного труда во имя нашей Родины. С праздником! Сыновей будет помнить народ, что создали в московском Кремле дом якутский у красных ворот. Край бескрайней великой страны прославляет якутский народ. Мы всегда будем дружбе верны, мы России надежный оплот. Якутск, Москва, соединенные сердцами, верность дружбе сохраним веками. Из России будет на века строить жизнь Республика Саха. Дойду yüreğim çok çutu, atırar Moskova korati, sahabıt serinin sitimir, üyele heyeli oluktur, bu kurduk bir üye tuharı, süz aras norotu kıtarı, bir tenge altı hankar belik, keskille artık kareli. Верность друг